23-летнюю Гулю органы опеки города Ош хотели лишить материнских прав. Когда Гуля обратилась к нам в статусе ответчика, в отношении нее выступал в качестве истца у нас, получается, органы социальной защиты, но не только органы социальной защиты. Здесь и дом-интернат Бору-Кердык был, здесь и прокуратура представляет интересы несовершеннолетнего ребенка. То есть ответчик в итоге оказался один на один с целой большой системой. Пока рассматривались материалы дела, молодая женщина 1,5 года не видела сынишку. Девушка боится показывать лицо. До обращения в Центр бесплатной юридической помощи их интересы никто не представлял. Мы даже не знали, что у нас в городе есть возможность получить юридическую помощь бесплатно. Нам сюда обратиться посоветовали в суде. При этом у Гули не было отрицательных моментов в виде алкоголизма, употребления наркотиков или бродяжничества. Семья финансово не в состоянии была содержать малыша. Адвокат центра взялась за дело, начала изучать историю девушки, познакомилась с окружением, соседями, домкомом, опекуном ребенка. Проанализировала, почему девушке не позволяли увидеть сына. В этом деле, скажем напрямую, мне больше помогли нормативно-правовые акты не только Кыргызстана, но и универсальные нормы, например, Конвенция о правах ребенка, рекомендации по выполнению этой конвенции, да, о правах ребенка, потому что я приводила все нормы не только внутреннего нашего законодательства, да, там семейного права, кодекс о детях. И здесь одним самым большим моментом, большим плюсом для нас стало то, что государство берет на себя обязательства в отношении того, чтобы семья сохранилась, а не то, чтобы эта семья разрушилась. У девушки нет образования, соответственно, нет постоянного места работы. Отсюда и невозможность нанять квалифицированного адвоката. Мы обратились к этому адвокату по поводу лишения материнских прав моей младшей сестры. Она вошла в наше положение и очень помогла нам. В результате адвокату удалось вернуть ребенка матери. Самое главное, она любит своего ребенка, и ребенок через 1,5 года вспомнил свою мать и уже не хотел отпускать свою мать. Наше возражение стало толчком для того, чтобы пересмотреть ее позицию, чтобы не полностью лишить, а может быть прийти к какому-то компромиссу, да, то есть чтобы и она была ответственна в отношении своего ребенка, но чтобы при этом государство тоже создавало какие-то условия, а не сразу лишать родительских прав. Всего за 3 недели адвокату удалось не только воссоединить семью, но и сохранить статус матери. Сейчас Гуля ходит на курсы и ищет себе постоянную работу. Мы ее зарегистрировали при общественном фонде ДИЯ, есть шелтер «Надежда». Она уже начала работу с психологом, она проходит психологическую реабилитацию при этом шелтере. Кроме того, она уже записалась на курсы финансовой грамотности. В Центре бесплатной юридической помощи города Ош ежедневно прием ведут 2 юриста, и коридоры заполнены желающими получить качественную консультационно-правовую помощь. По закону правом на получение консультационно-правовой помощи обладают граждане Кыргызской республики, лица без гражданства, иностранные граждане, беженцы. В городе Ош и Ошской области Центры бесплатной юридической помощи работают с 2016 года. В среднем каждый специалист Центра по оказанию бесплатной юридической помощи принимает около 10 человек. В Ошской области Центры по оказанию бесплатной юридической помощи созданы в каждом районе. Всего работает 8 ЦБЮП, включая город Ош. По каким вопросам обращаются в Центры бесплатной юридической помощи? Оформление социальных пособий, пенсий. Жилищные вопросы. Защита собственности. Опекунство, отцовство, домашнее насилие. Наследственные споры. Защита прав потребителей. Трудовые правоотношения. Административные нарушения. Дорожно-транспортные происшествия. Составление правовых документов. Расторжение брака, алименты. Миграционные проблемы, земельные споры, страховые случаи, взыскание долгов, консультация по иным правовым вопросам. Я борюсь за землю, потому что это жизнь. Земля – это жизнь, это наш хлеб. Хлеб моих детей, хлеб моих внуков. Вот. Поэтому я это так все не могу оставить.
не будет этой земли, и на что мы должны будем жить, это неизвестно. Калбибу Эже – борец, каких мало. В течение 20 лет она пытается восстановить справедливость и вернуть себе 1,5 гектара пахотной земли, которую захватили местные власти и незаконным образом разделили на 3 части. Часть земельного участка отошла соседу, граничит, который земли у них сельхозназначения. С другой стороны захоронение, и по центру проведена дорога. В итоге 1 гектар 62 сотки она не могла использовать по назначению. С 1998 года было это нарушение, самоуправные действия местного самоуправления, которые взяли у меня 1,5 с лишним гектара земельной доли. Я по сегодняшний день пытаюсь восстановить мои нарушенные конституционные права. Мы требовали, равнозначный земельный участок предоставить. У нас такие же просьбы были. Либо же компенсировать в денежном выражении. Официально заявления были поданы, но они тоже до сих пор не рассматриваются. За 21 год в Айыл Өкмөтү сменились 4 главы, ни один из которых не соизволил исполнить решение суда по восстановлению прав пенсионерки. Я прошла межрайонный, где-то 10 с лишних судов было. Доходили и до Верховного. Вот сейчас последнее дело будет рассматриваться в Верховном суде. По линии ГГЮП я ей уже подсказала, и с прошлого года я ее дело продолжаю вести именно от государства, как государственный адвокат. Как адвокат, как юрист, я считаю, все-таки здесь уже явно видно нарушение ее прав. Суд принял решение в пользу пенсионерки, но выполнять судебное решение почему-то не спешит. В августе Калбибу Эже вновь начнет ездить в суд, на этот раз в Верховный, потому что когда на кону стоит благополучие детей и внуков, женщину мало что может остановить. Когда вот это дело началось, мне было 52 года. Сейчас мне 74. Я также буду продолжать добиваться восстановления прав моих, чтобы моей частной собственностью также пользовались мои дети. Здесь отстаивают права малообеспеченных и многодетных семей, инвалидов и пенсионеров, детей и женщин. Одним словом, помогают уязвимым слоям населения. Первый центр бесплатной юридической помощи был открыт в 2015 году в городе Токмок при поддержке проекта ПРООН по расширению доступа к правосудию. Следующая точка на карте в Московском районе Чуйской области. Третий центр в городе Бишкек. На сегодня в рамках проекта создано 17 центров бесплатной юридической помощи. Также идею создания центров бесплатной юридической помощи поддержали другие доноры – Фонд Сорос Кыргызстан, Евросоюз, USAID. В настоящее время по республике функционирует 31 такой центр. На тот момент центры открывались при нотариальных конторах Министерства юстиции с той целью, что если вдруг адвокату придется удалиться для участия в процессах, чтобы государственный нотариус мог оказывать также первичную правовую помощь обращающимся гражданам, и чтобы двери центра были всегда открыты. При поддержке доноров, при поддержке нашей организации из фонда Сорос были разработаны стандарты по предоставлению правовой помощи. Поэтому, если даже человек не оплачивает услугу адвоката, за эту услугу ему оплачивает государство. Поэтому в любом случае это она бесплатна для населения, но не бесплатна для государства. В настоящее время по республике функционирует 31 центр бесплатной юридической помощи. Как время показывает, что все-таки этот институт заработал. Система бесплатной юридической помощи в нашей стране сдвинулась с мертвой точки. И на сегодняшний день это показывает и статистика, и те результаты, которые были достигнуты за небольшой период, о том, что граждане нуждаются в этой помощи, граждане уже начали обращаться. Каждым годом у нас увеличивается количество обращений. Статистика центров по оказанию бесплатной юридической помощи показывает, как из года в год растет доверие населения. Если в самом начале в 2015 году консультацию получили 866 граждан, то в 2017 уже 4539 человек.
2018 год стал прорывным. Число консультаций увеличилось в 10 раз и составило 46 700. Далее количество посетителей центров возросло до 51 286 человек. А 2020 год и вовсе побил все рекорды. 80 881 гражданин получили консультационную помощь. В работе центров бесплатной юридической помощи три важных аспекта. Первый – создание условий для юристов-консультантов и постоянное повышение профессиональных навыков. Второе – умение правильно проводить консультацию. И, что не менее важно, правовое просвещение граждан. Как раз таки вот именно оказание первичной так называемой юридической помощи на стадии консультирования, она предполагает снятие, так скажем, нагрузки от необоснованных жалоб, например, в суды, в другие государственные органы. Это раз. И второй очень важный – это вопрос касательно экономии бюджетных средств, поскольку на первичной стадии, вот у нас опыт показывает, что именно на первичной стадии около 60% правовых вопросов разрешается, и тем самым люди удовлетворенно уходят, получив консультацию. По новому закону ЦБЮП, которые предлагается переименовать в бюро, будут подчиняться ЦК ГГЮП, то есть Центру по координации гарантированной государством юридической помощи. Согласно нового закона предусматривается выделение бюджета для первичной правовой помощи. То есть адвокаты, работающие в этих центрах, будут получать заработную плату за свои услуги. Таким образом, я надеюсь, что и качество предоставляемой помощи улучшится, и в целом количество обращающихся также увеличится. Один из самых отдаленных центров бесплатной юридической помощи страны находится в Алайском районе. Некоторые айлукметы расположены от 100-200 километров от Алайского районного центра, и людям трудно приезжать за консультацией по несколько раз. В 2017 году адвокаты впервые начали оказывать юридическую помощь через WhatsApp. Они заранее говорят, какие документы и справки необходимы, что значительно экономит время и ресурсы. Несмотря на сложный и полный ограничений 2020 год, было открыто 2 новых центра. С 2014 года по 2021 год в рамках проекта по доступу к правосудию подобные центры были созданы в каждом районе пилотных Орской и Чуйской областей. Здесь, безусловно, надо отметить непосредственно помощь наших доноров, да, поскольку они нам оказывают и техническую, материальную помощь в создании подобных центров. Это, в частности, проект ПРООН по расширению доступа к правосудию. Анализ показывает, что 70% обращений граждан разрешаются адвокатами центров бесплатной юридической помощи положительно.